Добрый день. И приносим извинения за маленькое опоздание. Пока коллеги наши с телевидения подошли, мы давали интервью. Все понимают, да, что из-за чего задержка была. И позвольте, во-первых, представить наших спикеров сегодняшней нашей пресс-конференции, посвященной общественной премии Олонхо. Извиняюсь. Посвященный вручению общественной премии Алампа. Я бы хотела представить сейчас наших спикеров. Рядом со мной заместитель министра культуры и духовного развития Марина Владимировна Силина. Далее рядом с ней сидит как раз-таки, почему я говорю Олонхо, да? Это директор театра Олонхо, один из инициаторов нашего проекта, Мария Васильевна Турантаева. И рядом с ней сидит человек, возможно, ее многие знают, да? Она как преподаватель СВФУ и ученый, общественный деятель, известна в республике и даже за ее пределами именно как человек, который досконально изучает, даже, можно сказать, посвящает всю свою творческую, трудовую деятельность изучению наследия нашего выдающегося писателя, драматурга, общественного и даже политического деятеля Анимпадиста Ивановича Сафронова Валентина Григорьевна Семенова. И, во-первых, давайте я сейчас скажу формат нашей работы сегодняшней. Вначале, я думаю, мы послушаем наших спикеров, а потом мы приступим к вопросам, если они у вас будут. И в самом начале я бы хотела предоставить слово заместителю министра культуры и духовного развития Марине Владимировне Силиной. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы все знаем, и мы хотим, чтобы об этом знали как можно больше людей, что общественная премия имени Анимпадиста Ивановича Сафронова Алампа, она учреждена во исполнении его завещания. И получается в дань памяти и увековечения его памяти как якутского писателя, как общественного деятеля, как драматурга, как первого директора Саха-театра, и как основоположника якутской драматургии. И учредители этой премии являются творческие союзы нашей республики. Это Союз творческой интеллигенции Алампа, Союз писателей Республики Саха-Якутия, Союз писателей Якутии, Союз театральных деятелей нашей республики, Союз художников, Союз кинематографистов, Союз композиторов, Союз авторов-песенников, Республиканская газета Саха-Сире, Академический театр имени Аюнского и театр Олонхо. Все эти учредители, они, решили, как грубо говоря, решили, что эта премия, которая учреждается с 2019 года, она учреждается с целью поиска и поощрения талантливых актеров, писателей, драматургов, которые работают в сфере театра, театрального искусства, изучения театра, изучения традиций якутской классической литературы, якутского классического театра, получается, авторов музыки, авторов, режиссеров. Премия учреждается по 10 номинациям. Некоторые я уже, можно сказать, озвучила, но тем не менее это литературное слово, режиссер, художник, кинематографист, лучший артист, лучшая артистка, композитор, автор, песенник, меценат года и еще одна номинация за верность Алампа. Конечно, среди творческой интеллигенции получить эту премию, удостоиться ее звания, это очень почетно. Наши деятельные культуры и искусства,
наверное, я так могу сказать, трепещут и желают быть, конечно же, в числе номинантов. Вот. Но здесь вот перед нами сегодня мы принесли как раз статуэтку. Да, вот лауреаты этих премий, они награждаются вот такой статуэткой, памятным дипломом, нагрудным серебряным знаком, вот, удостоверением. И, значит, автор вот этой замечательной статуэтки — это наш скульптор Николай Чучасов. Он здесь тоже присутствует, наверное, более подробно, возможно, расскажет. Вот. Ну, наверное, вот так для начала все. Спасибо. Спасибо, Марина Владимировна. И разрешите предоставить слово, вот как я уже говорила, да, одному из инициаторов этого проекта, самых таких активных, скажем так, людей, которые продвигают идею вот претворения в жизнь завещания Алонхо, исполнения. Это Мария Васильевна Турантаева. Пожалуйста, Мария Васильевна. Добрый день, дорогие друзья. Мы в этом году уже вручаем 5-ю премию. Мы, имеется в виду, организовываем и проводим 5-ю премию имени Алампа. Анимпадис Иванович Сафронов, многие его знают только как поэта, писателя, либо как первого драматурга, но насколько мы вот изучили его жизнь, деятельность и в целом то, чему он посвятил свою жизнь, оказывается, он был практически основателем той самой культуры и искусства, которая на сегодняшний день у нас имеется. И практически эти номинации, которые вот мы ежегодно вручаем, что входит уже в добрую традицию, и эти номинации, они как раз-таки у нас как бы созданы именно целью того, чтобы показать, в каких направлениях Алампа Сафронов также был первым. Он был у нас практически первым во всем. И ежегодно вот мы каждый год стараемся выпускать по 9 фактов, которые вот любезно нам предоставляет Валентина Григорьевна, которые вот эти 9 фактов, которые с каждым разом вот его по новой открываем, получается. На сегодня у нас уже имеется 45 фактов Алампа, и они не похожи друг на друга. То есть практически многие, наверное, спрашивают, какое отношение, например, он имеет к кинематографии. Многие не знают, что он как раз-таки был одним из первых, который внес свою лепту вообще в развитие кино непосредственно в нашей Якутии. Он был заведующим как раз-таки вот киноотделения. Потом он практически выпустил первую газету, поэтому тоже имеет отношение вот к литературному слову и вообще в целом, да. Потом он также известен как первый директор театра. И поэтому все, что связано с театром, артисты, режиссеры и так далее, практически он все эти функции выполнял в том же Сахатеатре, когда вот было все организовано. Он был первым режиссером, был одним из первых артистов и так далее. Также он известен как первый драматург. Драматургия — это самая наисложнейшая часть, которая вот на сегодня является очень большим дефицитом. И мы для того, чтобы людей стимулировать, вот эту номинацию пока держим непосредственно, вот, ждем того человека, который станет у нас вот выдающимся драматургом, да, и как раз его завещание, в котором он написал, что вот завещаю все свои работы, все свои труды в театре, и пусть в свое время вот вы будете награждать и выявлять новых драматургов и выдавать премии моего имени. Вот у него такое вот было завещание. И поэтому спустя вот практически 100 лет все союзы творческие, которые вот у нас есть в Якутии, мы постарались объединиться и сделать эту премию. Потому что на плечи одного только союза это очень сложно. И практически так как он является зачинателем и творцом всего вот самого начала, когда вот в начале еще того века, да, и вот сегодня мы практически, наверное, если бы он был бы сейчас, он, наверное, был бы рад, что вот, имеется в виду его наследие, то, что живет, и то, что вот его помнит, то, что он является практически одним из основателей как бы всей культуры, всего вот пласта искусства, который вот у нас имеется в Якутии. Спасибо. Спасибо, Мария Васильевна. Сейчас давайте попросим рассказать об этой премии, творчестве, наследии Алампа Анимпадиста Ивановича Валентину Григорьевну Семенову. Пожалуйста, Валентина Григорьевна.
Спасибо. Я бы хотела добавить к моему слову Марии Васильевне, что он был также и первым поэтом-песенником, а также он был еще и одним из организаторов художественного музея, и еще он был там первым редактором газеты, сахаязычной газеты, это «Манчара», а также он состоял в редакции первого якутского журнала на якутском языке «Саха-Сангата», который выходил в 1912-13 годах, а также он был первым редактором журнала «Чолбон», который сейчас уже функционирует, да, который... И, конечно, он был членом Совета по якутской письменности, членом литературно-переводческой комиссии, а также он был председателем этого комитета по «Долой безграмотность», это общество «Долой безграмотность», это по ликвидации безграмотности, а также он был председателем правления общества Саха-Омук и так далее, и так далее. Он очень много работал во имя процветания нашего якутского народа в 20-е годы. Еще до революционные годы также он был известен, тоже он был очень известным тоже общественным деятелем еще и до революции. Также он у нас, конечно, это великий якутский писатель, он у нас основоположник якутской драматургии, первый якутский лирик, зачинатель якутской прозы, а также он является первым тоже переводчиком, и, как писал Георгий Прокопьевич Башарин, также он был первым театральным критиком, теоретиком сценического искусства он писал. И поэтому он очень много, он был такой человек широкого профиля, разного направления, но он оставил завещание перед смертью за 2 дня, записали его завещание комиссия во главе с Платоном Алексеевичем Аюнским, да, он писал: «Союз советских писателей Якутии должен учредить из средств, выручаемых из моего литературного наследства, постоянную премию моего имени на лучшие драматические произведения на якутском языке». Но, к сожалению, конечно, долгое время его это завещание не выполнялось, потому что он был репрессирован, и он был реабилитирован лишь в 1962 году. Но, можно сказать, полностью, да, все его произведения вышли в 1996 году, те произведения, которые, они увидели первые, запрещенные произведения, поэтому, его имя полностью было восстановлено только в 90-е годы прошлого века. Но сейчас я, конечно, рада, что сейчас премия у нас, молодые люди, у нас есть объединение творческих союзов во главе с Марией Васильевной, и они учредили такую премию. Сейчас у нас уже нынче 5-й раз вручается эта престижная премия. Но я бы хотела еще добавить, что и до этого у нас было общество Алампа, который возглавлял Виталий Тимофеевич Андросов. Они тоже провели в свое время очень много разных мероприятий. Например, Виталий Тимофеевич, он организовал конкурс мелодистов, песенников на слова, на стихи Анимпадиста Ивановича Сафронова. Тогда и издал еще песенник, песен на его стихи. А также в старом городе копии дома Анимпадиса Сафронова, тоже мемориальная доска, его усилиями повесили, а также и установили серьги, а также улица имени Сафронова, он изменил, тогда было написано Сафронова, он тогда изменил на Софронова, да, у нас Анимпадис Сафронов через О пишется, и также и другие мероприятия он проводил, в том числе он и попросил, можно сказать, что его по просьбе Егор Петрович Неймохов, народный писатель Якутии, написал роман Алампа в 2 книгах, и также по содействию Виталия Тимофеевича Андросова эта книга была переведена на русский язык. И поэтому сейчас новом творческом, можно сказать, что в новом объединении творческих союзов я являюсь самым пожилым участником, да, возрастным участником, являюсь, наверное, связующим звеном, связным между этими обществами. Что еще хотела
хотелось бы добавить? Ну, я всю жизнь, можно сказать, 95-го года занимаюсь изучением жизни и творчества Нимпадиса Сафронова. В 99 году я защитила кандидатскую диссертацию по его поэзии, а в 2019 году я защитила докторскую диссертацию по всей его жизнедеятельности. Мной издано где-то 19 книг по его творчеству, в том числе я являюсь составителем сборника, 4-томного сборника его произведений, а также вот несколько у меня монографий, учебных пособий и сборников различных. Да? Молодежь, можно сказать, что у нас активная работа. Вот Союз писателей Якутии в прошлом году, по-моему, да, вот издал интересную книгу. Это вот перевод на 32 языках стихотворения Алампа «Позволь мне спеть». А также нынче тоже вот готовится вот стараниями тоже вот Айфанасия Гуринова Ашчелан перевод на кумыкский язык произведения Алампа «Агабарсурок. Письмо отцу». Поэтому работа ведется, можно так сказать. А также я тоже вот хочу объявить, что 15 ноября, у нас нынче как неделя, да, неделя Алампа, не только 14 мы будем отмечать, ноября будем отмечать день рождения Алампа, также планируется целая неделя разные мероприятия, и совместно с литературным музеем 15 мы проводим тоже вечер памяти Алампа, думаю, что будет интересно. Еще бы я хотела добавить, что, наверное, свое пожелание, чтобы наверное, как-то шефство, может, возьмет Сахатеатр, это могилу любимой супруга Нимпадиса Сафронова, первой якутской актрисы, которая всю жизнь посвятила Якутскому драматическому театру, его вот белой пуночке Евдокии Константиновны Гоголевой. Могилу мы нашли, по-моему, 2-3 года тому назад. Я боюсь, что тоже вот нужно все-таки знать, да, народ должен знать, где покоится вот муза Нимпадиса Сафронова, и мне хотелось бы, чтобы, хотя бы раз в год молодые артисты, можно сказать, все коллектив, можно сказать, да, кто-нибудь из коллектива, родительские дни, например, тоже вот выходили вот на могилу Евдокии Константиновны. Да, день его памяти, может, день рождения, потому что сам Нимпадис Сафронова в 2012 году захоронили в Татинском Улусе, он сейчас в местности Хадаи. Поэтому там можно вместо Нимпадиса Сафронова здесь на кладбище можно пойти и там упомянуть его супругу Евдокию Константиновну. А можно, Валентина Григорьевна, у вас спросить? Мы к вопросам пока не приступили, да, но пользуясь моментом, я бы хотела все-таки, поинтересоваться, вот как случилось так, что вы в молодом возрасте, да, начинающий ученый, преподаватель, заинтересовались творчеством Алампа настолько глубоко, искренне, и это длится уже на протяжении всей жизни, что вы даже защитили докторскую, да, то есть я признаю, что каждый человек из народа Саха знает, любит творчество Алампа, да, но вот именно так, чтобы его имя стало известным в научном сообществе, чтобы посвятить свою жизнь изучению его наследия, как так вы пришли к этому, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Наверное, это было написано еще до моего рождения, да, что я должна была заниматься изучением творчества Нимпадиса Ивановича Сафронова. Я, к примеру, приведу, есть книга, по-моему, 1971 года издания, книга якутского журналиста, писателя Михаила Васильева. Эта книга была издана под редакцией Сафрона Данилова в якутском книжном издательстве. Там есть, книга называется «Улахан Сулу Сырдыга», там есть художественный очерк о моих родителях, Сыбайбатынага Иннине, до свадьбы, да, и он прямо есть посвящение, это посвящается моим друзьям Розалии и Григорию Сивцевым. И там написано, что, мой отец очень долго болел, молодые годы болел серьезно туберкулезом, и поэтому родители, мамы, моей матери, они не хотели выдавать за него замуж свою единственного ребенка, свою дочку, да,
И когда вот отец мой лежал в больнице, здесь в туберкулезном санатории, мама пришла, ну, по этому произведению, мама пришла, ну, на свидание, ну, повидеться с ним из Вилюйского района, но папа, ну, он для себя, отец решил, что он не будет уже, ну, не будет продолжать эти встречи, потому что все-таки они правы, ее родители, что, ну, я больной человек, и поэтому, конечно, я желаю ему только всего хорошего, и поэтому он вроде отказался, да, чтобы выйти на свидание с ней, но вдруг ему пришли на память, в книге там написано, из произведения, из драмы «Алампа» слова Күлік-Сөдері Федора Тени, что он говорит там, что күн тұттағыны күлік сербіджіға оларайығын ден. Это значит, что когда вот когда солнце светит, то не уходите в тень, вы поднимитесь свету ден, да? И поэтому, ну, он тоже там пишет, писатель, что да, вот он это подумал, и он сказал себе, вот, герой, что он пойдет навстречу своему счастью, несмотря ни на что. И он вышел. Ну, там много там написано об Алампе, там о таких вот словах, которые выходят, ну, великих, что которые вот спасают человека в его вот такие, ну, тяжелые, можно сказать, такие серьезные, решительные моменты. И он вышел, и там, ну, состоялась встреча, и потом вот тоже через несколько месяцев состоялась их свадьба, и там написано, что вот родилась их старшая дочка, которая вот родилась в день полета в космос Валентины Терешковой. И поэтому как бы это у меня написано. Ну, потом меня вот с малых лет, мой отец работал в Вилюйском музее научным сотрудником, и там у них на встрече была вот Евдокия Константиновна Гоголева, как супруга выходца из уроженца Вилюйского района Степана Филипповича Гоголева, и он его сфотографировал, ну, она была там, гостила там у них в музее, и у нас вот с детства, у нас в семейных альбомах были фотографии Евдокии Константиновны, разные фотографии, вот папа увлекался в то время фотографией, и поэтому у нас в альбоме было очень много разных фотографий. Я всегда, ну, я не спрашивала, кто это, но я всегда думала, что это наша ближайшая родственница, какая-нибудь наша тетя. Я думала потом я только узнала, что это есть вот Евдокия Константиновна. Ну, есть фотографии, где они вот вдвоем тоже снимались. Поэтому когда вот я училась в университете, наш преподаватель Агафья Еремеевна Захарова на уроке, на занятии русской литературы прочитала вслух его поэму «Агабарстрюк», письмо отцу. Тогда я так сильно была взволнована, заплакала. Ну, можно сказать, что с этого момента я влюбилась в творчество Анипатиста Ивановича Сафронова. Ну, можно, наверное, это так. Спасибо большое. Очень трогательная, да, история. То, что как Алампа повлиял все-таки, да, вот, когда человек принимал решение, да, быть в тени, оставаться в тени под гнетом там каких-то жизненных обстоятельств, либо выйти к свету, к солнцу. Вот настолько наш Алампа философ, да, метафоричен, и его творчество повлияло, да, вот на судьбу отдельных людей, например. Вот. И спасибо. И сейчас я бы хотела Марию Васильевну попросить немножко добавить, наверное, про наших номинантов прошлых лет. Да? Наверное, моим коллегам интересно, кто же все-таки получал премию Алампа. Ага. Первую премию вот мы проводили в музейном парке «Россия. Моя история». Вот, ну, решили, что непосредственно с музея мы должны начать свою историю. Тем более эта история. Да. И место практически потом менялось, но у нас, помните, были пандемийные года, поэтому у нас национальная вещательная компания «Саха» очень хорошо поддерживала, и у нас каждый год, вот 14 числа, у нас непосредственно вот премия «Алампа» проводилась в формате телевизионном. А потом в этом году, уже 5 лет, это уже практически маленький юбилей, круглая дата, в этом году нам любезно согласились предоставить зал, большой зал Саха академического театра имени Платона Алексеевича Юнского. И как раз 14 ноября, день его рождения, мы будем вручать премию «Алампа» уже лауреатам этого года. В этом году мы решили интригу держать до конца,
заранее никого не будем говорить, объявлять, чтобы люди сами смогли подойти и увидеть, и поделиться вот радостными событиями непосредственно уже с самими лауреатами. Вот у нас в этом году, каждый раз мы стараемся делать, ну, как бы в более таком формате. В прошлом году мы проводили его в Доме дружбы имени Кулаковского. Кстати, Алампа Сафронов, он очень сильно дружил с Кулаковским Алексеем Алексеевичем и был большим другом Платона Алексеевича Юнского. И вот в прошлом году, если он был в Доме дружбы имени Кулаковского, проводилась эта премия, и как раз мы делали в прошлом году концерт, ну вот между вручением премии, да, на стихи Аниподиста Ивановича Сафронова музыку написал Руслан Игоревич Тараховский. Вот, да, и этот концерт, он как бы стал как бы новым как бы веянием, получается. То есть современники уже начали петь его стихи, и уже как бы они превратились в потрясающие песни. В этом году у нас мероприятие, как я уже говорила, пройдет в Сахатеатре, и у нас режиссером в этом году назначен лауреат премии «Лампа» Роман Романович Тарафеев. Он, кстати, здесь. Вот, ага. Вот, и в этом году он сейчас уже в рабочем процессе, думает над театрализованным представлением. То есть у нас не просто премия, вот просто не сухая такая, вот пришли, всем вручили и ушли, да, а оно, естественно, так как мы подходим уже творчески. Поэтому каждая номинация, каждая номинация, она будет у нас показана в театрализованном выражении. И над этим как раз-таки работает наш мастер Роман Дорофеев. Вот. И кроме того, у нас в Сахатеатре также будут в фойе, будут подготовлены выставки, как раз фотозоны. Сейчас это современные люди любят же, когда хорошие фотозоны там и так далее, да. И Николай Никитич Чудчасов в этом году готовит макет вот этой статуэтки высотой 2 метра. То есть можно будет сюда вот подойти и сфотографироваться. Примерно вот так вот человек будет выглядеть. Ага, ну это в планах, поэтому, ну это как получается, как наш Оскар, ну имеется в виду среди вот творческой интеллигенции получается, да. И у нас вот как раз-таки на выставке у нас будут работать вот Лена Васильевна Тимофеева, вот она как раз вот сидит с Романом Дорофеевым, да, вот, и Мария Кимовна Григорьева, вот. Основные вот ребята, координаторы, которые будут заниматься и выставкой, и всеми вот этими организационными моментами. Также нам про Лену и Марию, может, подробнее чуть-чуть представить? Да. Лена Васильевна – это главный библиотекарь. Вот, посмотрите, это главный библиотекарь театра «Алонхо». Она куратор 6-й студии выпускников имени Щепкина. Ага. Потом Мария Кимовна Григорьева, она главный специалист театра «Алонхо», как раз тоже будет заниматься и выставкой, и всеми организационными моментами. Кроме того, у нас здесь Линда Николаевна Иванова, она заместитель директора литературного музея, как раз тоже постоянный наш помощник и организатор тоже мероприятий. Ну, Николая Чудчасова вам уже представили, он здесь, вот видите его вот там, да. После можете взять у него интервью. Он сам как герой одного из произведений Лампа, да? Вот. И хочется, чтобы вы 14 ноября все пришли и поделились нашей общей радостью. И то, что вот имя Лампа, оно спустя вот 100 лет звучит еще больше, еще громче. Мне кажется, оно с каждым годом все ярче и ярче. Каждый раз люди будут что-то новое в себе открывать. Вот, например, когда, на самом деле, когда вот лет 5-6 назад я прочитала произведение Егора Петровича Неймохова. Есть такой вот, была книжка «Лампа-лампа». Вот как только прочитала эту книгу, как-то это, что-то вот, видимо, переключилось, и вот это влияние вообще книги на человека, да, вот мы же считаемся как самым читающим как бы регионом Якутия, да, и оказывается, пока еще воображение живо, и такое ощущение было, как будто именно благодаря вот этой книге я как-то немножко подружилась, имеется в виду, или как-то там приблизилась к творчеству, вообще к жизни вот Аниподиста Ивановича, и потом я вот прочитала непосредственно труды Валентины Григорьевны и так далее, да, и каждый раз вот как только вот открываешь про него что-то, и оно каждый раз по-новому как бы смотрится. И мне кажется, молодежь, она должна увлекаться непосредственно чтением вот, стихов, чтением произведений Лампа, так как Алампа Сафронов, он практически тот человек, который внес понятие «таптал» любовь в нашу жизнь.
в скромную жизнь якутян. Это не Шекспир. Это не Шекспир, но говорят это что-то некоторые. другое, да. Но тем не менее, Шекспир, ну в Шекспире-то там все это грустно, печально, там все в конце что-то с ним происходит, а именно вот в его произведениях всегда что-то вот светлое, даже если какие-то вот концовки такие, то светлая грусть, либо в основном как бы счастливые такие эти моменты. И тот человек, который реально принес в нашу жизнь понятие любовь, мне он почему-то связывается непосредственно с Алампа Сафроновым. Воспел Да. женщину, да? Воспел, да, женщину, оду любви там и так далее. И вот их отношения вот со своей супругой Евдокией Константиновной Гоголевой, вот у них тоже совсем по-другому, как бы, ну, имеется в виду. И, кстати, я вот Евдокию Константиновну Гоголеву очень сильно уважаю, потому что она, оказывается, очень смелая женщина была в свое время. Уйти от мужа, там, выйти замуж за другого. Но имеется в виду те времена, когда были о морали, о устое там, и так далее, когда все практически было запрещено. Но она как-то такой смелый поступок, с одной стороны, сделала. Но когда вот мы разговаривали с Анной Ивановной Кузьминой, это народная артистка, вот СССР, вот она как раз-таки говорила, это наш Аксакал, вот она рассказывала, что она была знакома вот с ней. И как-то она вот по юности, вот когда они закончили Щепку, вот это первая щепкинская студия, они когда приехали, их с мужем Николаем Гоголевым, вот она приютила Евдокия Константиновна Гоголева. Вы представляете? Будущих народных артистов. И когда вот они вот у нее жили, и она вот имела неосторожность у нее спросить, так почему ты ушла от Алампа? И она такая, ну она, говорит, такая грозная женщина была, такая достаточно серьезная, как бы суровая. И она так на нее посмотрела и сказала, потому что дура была. Ну как-то так. Ну, вот имеется в виду. То есть это не совсем то, что вот, ну имеется в виду, она была честна, по крайней мере. И как вот ее воспоминания такие достаточно теплые. Вот когда мы собирались тоже в кругу, там, когда еще вот до реконструкции дома Юнского мы там тоже собирались, да, и вот она рассказывала вот такие вот интересные истории из жизни, истории Сахатеатра и как раз-таки о деятелях, вот, которые там проживали. Также Ефим Николаевич Степанов, тоже народный артист нашей республики, да, вот он тоже рассказывал, когда он был совсем юным мальчиком, когда вот только окончил школу, или даже в школе он учился, и он приехал в Якутск и увидел Евдокию Константиновну Гоголеву. Он увидел ее на остановке. Стояла очень большая крупная белая женщина в таком хорошем как бы пальто, ну, такой шляпке, да, и такой с маленьким радикулем. И он за ней последовал вот на автобусе. Вот, в общем, куда она ехала. Просто он загляделся, и да, и хотел поговорить, но из-за того, что он был очень скромным, он даже не посмел подойти к ней, ну, как бы близко. Но, тем не менее, спустя годы, он тогда еще не знал, что он поступит еще в Щепкинское там, училище и так далее. Спустя годы он сыграл самого Алампу. Вот когда поставили произведение «Алампа-лампа», это Андрей Савич в свое время, вот, в 90-е годы, да, по-моему? Да. Да, с Николаем Алексеевичем Лугиновым, вот как раз по его произведению было поставлено. Ага. И там на сегодня сохранились вот, зарисовки Геннадия Петровича Сотникова, где вот Алампа Сафронов стоит в таком вот, имеется в виду, ну, имеется в виду вот эти зарисовки непосредственно к сценографии вот этого спектакля и так далее. Вот когда вот видишь вот эти материалы, вот хочется вот такое ощущение, как будто ты переходишь там в то время там и так далее. То есть это получается как сквозь время. Вот поэтому настоятельно всем рекомендуем, обязательно приходите, посмотрите. И номинантов, кстати, в этом году у нас будет, номинаций будет 10. У нас, по идее, 11 номинаций, но в этом году пока уже второй год мы пока не выдаем лучшему драматургу. Ну, потому что ждем. Может быть, он среди вас, да. Поэтому и вот у нас как раз все союзы, они предоставляют, вот как раз кандидатов, да, вот они второй год уже никого не предоставляют в качестве лучшего драматурга. Так что это есть как бы ниша пока еще не занята, можно сказать. Спасибо. И, наверное, мы для журналистов аккредитацию, да, отдельную как-то сделаем, поэтому, коллеги, обращайтесь. Вот аккредитацию, кстати, надо бы провести, и чтобы вы в обязательном порядке присутствовали на этом мероприятии, на этом празднике, который вот посвящен Алампа, да, мы специально подготовим для вас места пригласительные, чтобы вы могли все попасть. Если у вас есть пожелания, то вы можете обратиться вот к Марии Кимовне, либо вот к Лене Васильевне и записаться, чтобы мы вас могли записать каждого.
И давайте сейчас приступим к вопросам, да, если они у вас есть, скорее всего, они у вас есть, и прошу каждого вот, подойти к микрофону и представиться и задать свой вопрос спикерам. Четырнадцатого, потому что это день рождения Анипадиса Ивановича Сафронова. Мы говорим о 14, Да. но не сказали, что это Да. день рождения. Ага, кстати, точно. 14 это его день рождения. Коллеги, есть вопросы? Ага, вот микрофон, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Галина Матвеева и представляю парламентскую газету «Ультумен». У меня такой вопрос. В этом году сколько поступило заявок на номинации, на 10 номинаций, да? На какую номинацию больше всего претендентов? И по сравнению с прошлыми годами стало ли больше участников, желающих претендовать на номинации? Да, кстати, с каждым годом у нас желающих увеличивается по геометрической прогрессии, можно сказать, да, и в этом году мы ждем еще 2 заявки, и уже на этом закрывается, потому что 8 заявок уже поступило с 8 вот творческих союзов, еще 2 должны направить. Но, как я уже говорила, мы обычно заранее объявляли, кто победитель, но в этом году решили интригу как бы выдержать. И как раз Роман Романович занимается тем, что вот когда вы придете, увидите, и что вы думали, кто же победитель. Вот театрализованное представление будет построено таким образом. То есть интрига сохраняется до конца, да? То есть и сами лауреаты, скорее всего, не могут не знать, что они победители, да, в этой номинации. И, Мария Васильевна, вы можете еще рассказать немножко про то, что вот каким образом как бы получение награды влияет на последующую жизнь наших номинантов, лауреатов? Как-то вот Кстати, об этом. да. Кстати, это очень интересное дело. Практически все лауреаты в тот же год или в следующем году получают различные государственные награды. Это факт. То есть это получается, вот, например, Наталья Михалева-Сая получила премию «Алампа» и в следующем году стала народным поэтом. Потом Дмитрий Федосеевич Наумов получил премию «Алампа» и в следующем году стал народным писателем. Вот и таких примеров много. Люба Борисова, да, режиссер? Любовь Борисова, вот она получила буквально премию, стала лауреатом премии «Лампа» в ноябре и в декабре получила заслуженного деятеля искусств. То есть очень интересно, такие имеется в виду за собой, оно тянет очень много таких этих благоприятных моментов для как раз кандидатов. Спасибо. Коллеги, еще у кого-нибудь есть вопросы? Или мы на этом завершаем? Ждем вас 14 числа. Если вопросов нет, мы очень подробно все рассказали, да? Мы вас всех ждем, и до этого, пожалуйста, приглашаем пройти аккредитацию. И можете даже сегодня подойти и записаться, оформиться. Спасибо. Да, конечно. Просто вас не слышно будет. У нас прямой эфир идет, поэтому, пожалуйста, подойдите. Яна Иннокентьевна Угарова, вижу. У меня вопрос немножко из другой оперы. Да? Вот Мария Васильевна сказала о том, что непонятно, кого выдвинут из драматургов. Да? У меня вопрос прямо вот такой. А вообще как-то готовятся драматурги? Да? То есть вообще у нас, конечно, на мой взгляд, я могу ошибаться, есть какие-то направления, в которых мы проседаем. То есть вот, скажем, новых драматургов нет. То есть как бы наши аксакалы уходят, к сожалению, да. И вот я с удивлением вот летом была на премьере спектакля про Коркина, и там с удивлением увидела какое-то новое имя. Я думаю, неужели у нас появился хоть какой-то новый молодой драматург, да? И у меня вопрос такой, а вообще что-то делается для того, чтобы вот, кстати, вот с критиками у нас, мне кажется, просто беда, у нас их нету совсем. Да? Вот как бы я смотрела «Алампа» только когда его поставили, почему я точно знаю, когда он вышел, да? И я хочу сказать, что тогда было сообщество театральных критиков. И были, как бы, естественно, там любители большей частью, но они делали такие разборы очень на профессиональном уровне. Сегодня у нас театральной критики в республике нету. И я хочу задать вопрос. Вот по этим направлениям, может быть, Марина Владимировна что-нибудь хорошее нам скажет, да? Хотя бы вот по этим 2 вещам.
драматурги, критики, да? Музыкальные, театральные, там еще какие должны быть. Что-нибудь, вот как-то готовятся кадры? А мы вот сидим как раз сейчас с Яной Эрбулатовной, пытаемся это как тут же сразу начали обсуждать. Да, Но на готовят самом деле, щас. да, у нас учатся в литературном институте, да, не так много, как хотелось бы, наверное. И потом есть такое понятие, как, ну, естественный отсев, он все равно существует, но все люди знают, которые заняты с обучением и на территории нашей республики, да, и за пределами республики. То есть бывает иногда у нас, ну, предположим, набор, из него малая часть доходит до финала, скажем так, да. Но это тоже, наверное, разное в силу разных причин, объективных, субъективных, но тем не менее. Сейчас тоже такая группа обучается. Вот Яна еще добавит, в СВФУ у нас тоже обучаются, в принципе, там и на переводчиков, сейчас у нас вот буквально в эти дни мы разговаривали с кафедрами Северо-Восточного федерального университета о том, что нам нужно возобновить, значит, обучение, ну, скажем так, помощь в обучении по направлениям изучения якутской национальной культуры. Мы этот вопрос сейчас написали письмо огромное, большое в Министерство культуры Российской Федерации, о том, чтобы нам поддержали там, по-моему, 45 мест, даже больше, да, в общем, на обучение по специальности федеральные, получается, федеральные места. Вот. Но, как вы сказали, конечно, с этим видом, скажем так, деятельности сложно. Это потому штучный что товар. Это ну, штучный, если точно так так же, сказать как и просто. музыканты, да, как вот вы говорите, музыканты, точно так же, как и музыкальные критики, они есть, они обучаются, вернее, направление общее есть, теоретическое, да, скажем так, в Арктическом государственном институте, да, но, да, штучно. Нужно почувствовать себя, чтобы писать, например, музыкальным быть критиком, да, или там литературным критиком. Обучить, наверное, этому, конечно, можно, но надо еще какое-то призвание иметь собственное, да, что я хочу туда как бы погрузиться полностью. Можно я дополню, если позволите? Ага. Насколько я знаю, Саха-театр в этом направлении проводит очень такую целенаправленную работу. То есть они привозят именно маститых экспертов из, например, центральных городов и проводят курсы для именно по драматургии, по режиссуре, да, то есть насколько я знаю, мои коллеги из Союза писателей Якутии, Ираида Попова, Надежда Ильина, Утум Захаров, вот как раз-таки драматург, который написал там, спектакль про Коркина, так еще и другие, да, там, они занимаются, они регулярно вот на этих курсах учатся, повышают квалификацию, и эта вот работа ведется целенаправленно, и уже много лет назад, по-моему, они начали года, 4-5, если я не хочу врать, но да, во время пандемии. Ну, они пишут, потом, это же ученические работы, да, то есть сказать, что сразу какие-то шедевральные вещи, которые можно ставить. Ну вот первая «Ласточка» — это пьеса, спектакль Утума Захарова про Коркина, да, допустим, он как раз-таки обучается по этой программе, да, которая вот. Надежда Ильина, она работает заведующим литературным сектора, да, в Саха-театре, и, насколько я знаю, у Надежды тоже готовые рукописи лежат. То есть, это вопрос времени, когда эти произведения уже наши режиссеры отберут, скажут, что они как бы подходят, что они созрели, и поставят как бы, и мы увидим их в качестве зрителей. Вот поэтому не все так плохо, работа ведется, и мы надеемся, ждем. Кстати, вот дополню, вот как раз вот Саха-академический театр совместно с Союзом театральных деятелей. Вот стыды этот вопрос ставит постоянно, вот отсутствие, вот имеется в виду малое количество критиков, там, драматургов и так далее. Но вот работа ведется, только она очень медленно идет. И у нас еще на сегодня стоит очень большая острая проблема, например, да, не проблема, а вообще абсолютная нехватка драматургов в сфере лонхо, допустим. Вот получается, не только как бы, само по себе-то якутский язык, литература, оно достаточно как бы большое, и вот по линии лонхо вообще большая проблема стоит, например, каким образом, вот и так далее. И что, естественно, по этой части тоже. Но критики, у нас в основном иногда выступают критиками журналисты, так ведь?
Но в последнее время, как бы, не знаю, то ли не посещают, то ли еще как. Очень редко бывает, когда анализируют те или иные спектакли, те или иные, ну, как бы, эти произведения, да. И даже иногда, когда бывает обсуждение после спектаклей, почему-то все время хвалят. Ну, имеется в виду, смотрят только положительную сторону. Можно же еще как бы развить и какие-то эти, может быть, пожелания свои тоже сказать и так далее. А можно я добавлю тут очень хорошую новость? Да, вот я вижу, Надежда сидит, да, Ивановна, перед нами. И вот прямо на днях, совсем недавно в Нюрнбергском театре поставили спектакль, где драматургом выступила дочь Надежды Ильиной, ученица якутской школы АИ КГТ, Анжелика, да, она сейчас старшеклассница, и пишут, что вот наши коллеги СМИ пишут, что спектакль шел с большим аншлагом и всем очень понравился. Поэтому, а вот Надежда Ивановна, может, пару слов, может, скажете, пожалуйста? Ага. Это очень хорошая, позитивная, интересная новость. Здравствуйте, добрый день. О пьесе «Дочери», да? Ага. Пьеса, вот удивляйтесь, про якутские звуки и буквы. Хёрунг, да, на якутском языке. Ага. Удивляйтесь, это на русском языке. Ага. Это проект, который она должна защитить по окончанию своей школы, АИ КГТ. И она написала это в прошлом году и хотела сама поставить в своей школе. Я своим знакомым из театральных деятелей показывала, советовалась, посмотрели. Потом пошла работа, мне позвонили, у нас вот насчет драматургов, да, есть драматурги, сообщество драматургов, и Саха-театр вот с этого сезона начал проект «Современная драматургия». Современная драматургия, и автором этого проекта является вот Андрей Савич Борисов, художественный руководитель Сахакадемического театра. И в этом году у нас вот буквально завтра будет читка, художественная читка первой современной пьесы по пьесе Ираиды Поповой. Ага. Завтра с 6 часов приглашаем всех в Саха-театр, в зал «Лампа». Насчет вот пьесы «Дочки», как-то вот осенью мне вот написали, чтобы вот современные пьесы хотел вот главный режиссер Нюрнбергского театра Алгыс Макаров. И как-то вот совпало то, что тема патриотизма, единения, родного языка. И тут вот я как-то, у дочки такое есть, но право школьница, а театр-то государственный. И он сразу прочитал и сказал, что вот тема и вот проблемы, и то, что он искал, вот все подходит, и начали отрабатывать вот текст. А мы можем этот спектакль увидеть в Якутске? Есть какие-то перспективы? Они планируют, хотят вот в феврале, охватив те улусы центральных районов. И на гастроли, когда приедет в Якутск, наверное, скорее всего, да? Спасибо большое Надежде Ивановне. Пожелаем успехов ее дочери, ей самой. То есть из одной семьи 2 драматурга, это сильно будет, да, это будет здорово. Я еще добавлю для информацию такую, может быть, не очень сюда относится, но поскольку вопрос задали про сценаристов и драматургов, то естественно сфера культуры, она многогранна, она друг в друга вплетается, у нас все, да, и кинематограф, и мы тоже, тут же у нас есть такая номинация, да, и кинематограф, и искусство, и литература, и музыка, и драматургия, и поэтому вот мы знаем, что у нас проводится такой молодежный фестиваль «Мусустар», и как раз в рамках этого молодежного фестиваля есть такой трек «Создавай и воплощай», где проводится конкурс сценаристов как раз сценариев для фильмов. На самом деле
Он имеет ну, довольно-таки большой успех. Я вот сказала бы, что в прошлом, ну, вот в 2023 году было очень много заявок, но в этих заявках, конечно, много пока только начинающих. На самом деле, да, есть дефицит, но тем не менее мы создали этот прецедент. И я хочу сказать, что это тоже поддержка, в том числе материальная, я имею в виду, поддержка наших молодых сценаристов. Вот, это для тех, кто, может быть, информация какая-то. Мусустар, он тоже будет проводиться в 2024 году в феврале. Уже сейчас началась подготовка, и скоро мы объявим как раз опять о учреждении каждого трека. И в частности, этот трек, он тоже будет для молодых сценаристов фильмов. Поэтому следите за событиями на сайте Министерства культуры тоже. Спасибо. И на этом я бы хотела завершить нашу пресс-конференцию. И, во-первых, я бы хотела поблагодарить хозяев этого замечательного зала, Республиканский медиацентр, и в лице Алены Эдуардовны Слепцовой, Сахамедиа в лице Виктора Джамахановича Колесова, за то, что они постоянно поддерживают вот наши все начинания, идеи, проекты. И мы всегда вот часто встречаемся, да, я узнаю тут лица своих коллег, с которыми мы встречаемся на пресс-конференциях, посвященных вот каким-то творческим проектам, насчет выхода фильмов, премьер и так далее. Поэтому мы говорим вам не... Ну, еще то, что мы скоро увидимся, да, я уверена, встретимся. Ага. И да, мы говорим вам до свидания. И прямой эфир вот сегодняшней встречи вы можете посмотреть на YouTube-канале вот, медиацентра. Спасибо всем, коллеги. Мақтал баргытын көтебит.